Смотрите в этом выпуске проекта «Своих не бросаем». Часто бывали моменты, когда у вас жизнь, что называется, висела на волоске? Каждый, входя в зону СВО, то есть они понимают, то, что есть риски, в любой момент может прилететь. Как в одном направлении вся республика, вся Россия работает, чтобы помочь ребятам. Благодаря таким людям мы чувствуем нашу силу, наше единство. Фронт двигается, за ними выстраиваются города, мирная жизнь восстанавливается. Здравствуйте, это проект «Своих не бросаем». С вами Лиана Кириллова. И Артур Галеев. Здравствуйте. Гость в нашей студии сегодня Тимиргалей Ралисович Уразгулов, депутат Государственного собрания Курултая Башкортостана, предприниматель, руководитель волонтерского штаба предпринимателей республики. Приветствуем вас. Здравствуйте. Тимиргале, мой друг, мой коллега, был в зоне специальной военной операции в составе гуманитарных конвоев больше 25 раз. Вот, Тимиргале, скажи, вот как тебе пришла эта мысль? Вот когда объявилась частичная мобилизация, наши ребята, друзья, знакомые, кто по каким городам ушли. Вот. И буквально через 2-3 дня мы с районами Крымскалинского, Архангельского района собрали первый гуманитарный груз благодаря жителям республики и отвезли. И получилось так, что ребята сначала в Казани были, это 428-й полк, потом они в Миллерово переместились, в Ростовскую область. Вот. Мы за ними были. Вот. За ленточку зашли, так же, как наши добровольцы, то есть к батальонам нашим, Доставалыша, Муратова. Это везде Всё. были, получается? Да, во всех наших подразделениях и у мобилизованных. Ну и с тех пор все началось. У Ваши нас, регулярные поездки. Да, там ежемесячные поездки, бывали что по 2 раза. Даже буквально только отвез, то есть собрал заявок у ребят. Здесь благодаря штабу, коллегам, они отрабатывали заявки, жители регулярно, но очень сильно помогают. Тимиргалей, но из очередной поездки вы вернулись в начале марта, и вы тогда писали у себя в социальных сетях, что когда приезжаешь сюда, на родину, в тыл, так скажем, да, особенно остро чувствуешь вот эту тишину и спокойствие на фоне того, что происходит там. Вот лично для вас в чем эти контрасты проявляются? Вот если сравнивать даже с первой поездкой, которая была в 2022 году, и сейчас в марте, даже на новых территориях, у нас очень сильно ощущается, то есть фронт двигается, за ними выстраиваются города, мирная жизнь восстанавливается. Даже если взять, раньше магазины работали, продуктовые, бытовые, работали буквально в 10 открывались, 2 закрывались, а сейчас уже более-менее полноценно. То есть жизнь возвращается. Также и садики, и школы восстанавливаются. То есть жизнь приходит. Тимиргале, у нас есть видеофрагмент твоей поездки в зону специальной военной операции. Давайте посмотрим. Заезжал к ребятам, отвез гуманитарный груз, который передали им наши земляки, родственники. Все ребята у нас живы-здоровы. Передали огромное спасибо вам за то, что каждый раз вы поддерживаете сборы, и мы доставляем их на самую передовую. Эта дорога полностью обстреливается, даже далеко не нужно ходить. Машина подорвана. Тимиргалей, вы много раз были в зоне СВО, да, и вот в этом видео вы говорите, что дорога, по которой едете, постоянно обстреливается. Часто бывали моменты, когда у вас жизнь, что называется, висела на волоске? Или вообще были такие моменты? Моменты у всех волонтеров есть, наверное. Потому что каждый, не знаю, пересекая КПП, входя в зону СВО, то есть они понимают то, что есть риски, в любой момент может прилететь. Но ты каждый раз ездишь туда, и благодаря таким людям мы чувствуем нашу силу, наше единство. И это очень замечательно, замечательная история. Но у нас в республике, что хорошо, благодаря Ради Фаритовичу, выстроена логистика, есть логистические центры, которые люди, которые хотят передать, я не знаю, личные посылки, да, гуманитарку. В каждой деревне на сегодняшний день
есть определенные штабы, которые занимаются вот, плетением, там, собирают гуманитарные грузы. То есть у нас жители республики объединились. И буквально каждую неделю у нас уходят гуманитарные грузы. Что республиканские, что районные в составе республиканских. Ну, это большая работа, когда вся республика сплотилась, как одна большая семья помогает нашим бойцам на передовой. Да. Тимиргале, вот ты руководишь штабом предпринимателей Республики Башкортостан. Расскажи, как пришла вот такая идея? Волонтерский штаб, так ведь? Да, волонтерский штаб. Я говорю, после объявления части мобилизации, буквально через 3 дня после нашей первой поездки, время размещения ребят, где они боевое слаживание проходили, приехали, поняли, что заявки есть, и до этого работали, мы помогали батальонам нашим, что Шеймуратова, Доставалова, вот, поэтому понимали, что есть заявки, будут они, и нам нужно сплотиться и работать вместе. Да, и вот свой штаб есть, и это даже наоборот так-то воодушевляет, да. Есть на что опереться, вас ведь там много. Ну да, там коллег. И в целом, как бы, вот районы именно Кармаскалинск-Архангельск, потому что я сам родом из Кармаскалинского района, вот, они объединились и в этим штабом как бы работали. Сейчас также и по деревням, говорю же, как штабы есть, и в целом как бы в одном направлении вся республика, вся Россия работает, чтобы помочь ребятам. Ну, то есть предприниматели охотно откликнулись, а чем помогают, какой вклад они вносят? То есть это денежный, материальный, кто на каком предприятии работает, может быть, есть там соответствующие товары, которые нужны на передовой? Но там не только предприниматели, там в целом есть кто-то водителем работает, кто-то, я не знаю, жители в целом как бы республики, районов, а предприниматели, они, да, и социально ориентированные, которые помогают многие как бы крупными суммами. То есть каждый раз мы покупаем и автомашины, то есть сейчас тоже в заявках есть и спецоборудование, и квадрокоптеры. То есть такая серьезная, существенная помощь. Да. Здорово. В одной из поездок на СВО ты показывал, как наши купаются в бане на колесах. У нас есть фрагмент этого видео. Давайте посмотрим. Yigitlarning musobaqasi. Salom yigitlar. Salom. Ana musobaqa tushirib keldi gazmada. Joy nisib musobaqa. Musobaqa rahmat keltirganiga Aha. To'g'ri, muso keltirgan soat saybatlanib ketdi. Xizmat bora. Elak qiladi, soqitga mana yo'la turgaylik. Muso kelgan kadiklim. Mana rahat yo'lib sirab. Aha. Edanglarni ko'rayganingda yigitlarni nisib. Salom yigitlar. Oo, bunda endi bora. Aydaga buni savundirib sig'aramiz. Joy nisib вообще. Aybat, Allohga shukr. Rahmat o'rgatib yuborgan kishilarga, adillab yuborgan kishilarga. Баня класс. Семиргалину эту баню в зону СВО тоже отправили предприниматели из Башкортостана, поэтому вы, видимо, ее и показывали, так ведь? А получается, что воду для этой бани добывают из колодца, который сами выкапывают, да? Да, это первая баня. Мобильно повезли именно в 428-й полк, где мобилизованные из наших районов республики. Баня, которую ребята спрятали, под землей выкопали, это все, там порядка 50 человек, наверное, копало. Спрятали под блиндажом, рядом выкопали колодец, то есть берут воду, купаются, и протяженность, я не знаю, скольки там километров, даже из других частей, приходили, купались. Ну, на сегодняшний день практически, наверное, во всех батальонах, в ротах бани повезли каждую гуманитарку конвоем. С каких районов там не было? Янаул, там Белорецкий, там Бурзян, там Сибай. Со всех районов везут и бани, и более оснастили всех, и генераторами. То есть понятно, что есть срок службы, то есть они израсходуются. Но ребята... Где-то подчинят, где-то Да. поменяют. Но в любом случае баня на передовой – это большое дело, потому что знаем же, да, что после бани и чувствуешь себя совсем по-другому, а там для ребят это особенно важно с учетом там всех тягот военных действий, через которые они проходят, так ведь? Да, согласен. Тимиргалиев, вы в Запорожской области, помимо того, что вот были на передке, так скажем, да, посещали наших бойцов, в Запорожской области вы посетили Министерство промышленности и Центр «Мой бизнес». Вот для чего были эти визиты? Да, визиты были и в Запорожской области, и в Херсонской области. Для того, чтобы выстроить контакт, чтобы наши предприниматели менялись и опытом,
И наши, которые запросы на сегодняшний день большие, на новых территориях открыть бизнес и также налаживать жизнь местных жителей. Вот. В целом, как бы договорились, и несколько наших предпринимателей зашли на новую территорию, также с их стороны к нам в Башкирию. Тимиргале, а вот часто ветераны, участники СВО часто обращаются вот, к тебе за помощью? Как к депутату? Ну, как больше, наверное, даже не как депутата, а как председателю волонтерского штаба. Есть разные вопросы. Есть и по части медицинские, там, родственникам помочь. Там, вот сегодня даже с утра обратились. Вот. Есть там кому-то помочь со школой, с садиком. Но в целом, как я говорю, у нас республика, там также благодаря Леониду Фаритовичу выстроено все, чтобы для ребят было спокойствие, потому что ребята, у них первоочередная задача — это 100% сосредоточиться на боевых своих задачах, выполнять приказы. Если дома будет все хорошо, что не будет беспокоить, ничего. То есть они могут 100% То есть в сосредоточиться. голове будет все Да, замечательно. все, конечно. Они будут уверены за свою семью, за своих родственников. Тимиргале, а когда планируешь следующую поездку в зону специальной военной операции? Следующая поездка запланирована в начале мая. Вот. Есть заявки, вот пока вот по этим заявкам работаем. Ну, мы желаем вам успешной поездки и, безусловно, успехов в вашей такой важной и нужной работе. Спасибо, что сегодня пришли к нам в студию. Спасибо. А с вами, уважаемые телезрители, увидимся через неделю. Это проект «Своих не бросаем», о том, что касается всех и волнует каждого. До встречи.